Так встречают чемпионов юных абхазских теннисистов, которые на соревнованиях в Майкопе заняли весь пьедестал, не оставив шансов другим участникам турнира «Теннисные каникулы в Смэш». Все ребята уже имеют титул чемпионов Абхазии, а также награды международных турниров. Как говорят спортсмены, самое запоминающееся в таких выездных соревнованиях – общие переживания и ликование. Мне больше всего нравится выезд с командой. Почему? Интереснее. Болеть за своих, радоваться их выигрышами. 12-летний Сабринанба выиграл 2 кубка и 2 медали в 2 возрастных категориях. Сначала в своей, а потом, попробовав поиграть с более опытными соперниками, стал чемпионом и в категории до 19 лет. Я выиграл 2 первых места по теннису в категории до 15 и до 19 лет. До 15, получается, это моя категория, а до 19, просто решил сыграть, и вот получилось. Адель Пабба также приехала с 2 медалями. За 1 место в турнире среди малышей и за 3 среди детей постарше. Я заняла 1 место в красном мяче, там малыши, и 3 место в оранжевом мяче, там чуть постарше. Большой теннис требует не только мастерства, но и выносливости. За сет игрок пробегает несколько километров, перемещаясь на ограниченном участке корта. Без хорошей легкоатлетической подготовки тут тоже никак. Самые высокие результаты в этом показала София Тарба. За 1,5 часа непрерывного теннисного боя у нее ни разу не сбилось дыхание. Но девчонке не привыкать. В ее копилке уже 12 первых мест на различных турнирах. Было очень сложно, но благодаря Элле Валерьевне, моему тренеру и ее труду мы смогли победить. Была битва 1,5 часа, нужна была выносливость, но я справилась и победила. Теннис, я им живу, он мне очень нравится, я без него не могу. Родители в первую очередь за такие результаты благодарят тренеров. Хочу выразить огромную благодарность за общую физическую подготовку председателю Федерации легкой атлетики Республики Абхазия Назарс Лолиты Викторовны и непосредственно нашему тренеру Акуце Елизабет Валерьевне, потому что это результат успеха моей дочери, это их труд. Но все эти успехи не благодаря, а вопреки условиям, в которых тренируются дети. Хороший теннисист должен тренироваться несколько раз в день. Но у абхазских спортсменов так не получается. В плохую погоду им негде отрабатывать удар. Нет крытых кортов. Есть дети, которые трудятся в буквальном смысле днем и ночью. Тем более вы знаете, что мы зависим от погодных условий, так как в Абхазии нет крытого корта, к сожалению. И на сегодняшний день это является самой большой нашей проблемой. У нас есть открытый грунтовой корт, мы вынуждены зависеть от погодных условий. А теннисист должен тренироваться минимум 2-3 раза в день. К сожалению, у нас нет этих условий, и нам хотелось бы, конечно, чтобы руководство Абхазии, руководство Государственного спортивного комитета республики обратило внимание на эту проблему, так как высокие показатели именно республиканской школы тенниса, именно Арзамета Тарба, я считаю, что достойно внимания со стороны руководства нашей страны. Об этом родители говорят наперебой, а тренеры и вовсе отказываются комментировать, потому что отчаялись получить какую-либо поддержку в этом вопросе. Вообще хотелось бы, конечно, заниматься этим, если дальше у ребенка такой же интерес будет. Единственное, нет возможности, поддержки, в том числе со стороны государства. Хотелось бы больше именно помощи видеть, потому что теннис – вид спорта такой недешевый, а помощи, в том числе даже крытые корты, у нас нет крытых кортов, мы постоянно занимаемся где-то где придется в плохую погоду, везде практически, в городах они есть, у нас пока с этим не сложилось. Надеюсь, что в перспективе этот вопрос будет решен, потому что ребята у нас действительно хорошие теннисисты. Еще одна трудность, с которой сталкиваются теннисисты из Абхазии, это судейская несправедливость. Иногда это бывает настолько очевидным, что замечают даже дети. В России немного подсуживают. Мы поняли, когда, например, один человек играет, и другой человек, он попал, а тот говорит аут судья. Из-за этого минус очко другому человеку, у которого попал мяч.
Как говорят маленькие теннисисты, они любят этот спорт, потому что он веселый. А еще и один из самых дорогих. И дело не только в расходах на турниры, без которых перспективные игроки никогда не смогут раскрыться, но еще и в ежедневных расходах на экипировку, мячи, ракетки. И многим в какой-то момент приходится отказываться от спорта, потому что даже самые талантливые теннисисты вынуждены самостоятельно искать средства, хотя на международных турнирах представляют Абхазию. Марьяна Котова, Валерий Кокрискири, Абаза ТВ.